Всем привет! Меня зовут Гульнара. Сегодня я проведу для вас мастер-класс «Цветущие веточки» к 1 мая. Нам понадобится веточка, желательно верба. Но если нет вербы, то простая веточка. Также нам понадобится гофрированная бумага, нитки, ножницы, двухсторонний скотч. Для изготовления цветочков мы берем бумагу. Бумагу можете взять любого цвета, который вам больше нравится. Мы отрезаем с вами полосочку. Размер цветочков может быть разный, так как цветы не всегда бывают одинакового размера. Так, отрезаем полосочку. Можно разрезать ее пополам, чтобы не было сильно длинной и пушистой. Так, следующее наше действие. Мы должны сложить бумажечку гармошечкой. Не сильно широкие полосочки, но и не сильно узкие. Слаживаем гармошечку с вами. Так, собираем такой гармошечкой. Посерединке сжимаем и фиксируем ниточкой. Ниточку желательно взять под цвет вашей бумаги. Для изготовления таких цветочков также можно бумажные салфетки, цветную бумагу двухстороннюю, и даже можно использовать мусорные мешки цветные. Потом фиксируем, завязываем крепко. Так. Крепко завязали, зафиксировали. Так, можем размер нашего цветочка оставить таким, либо его можно укоротить, а еще можно сделать закругленные лепесточки, сложив пополам и закруглив, вот так вот. Либо можно оставить ровные. Мы сделаем закругленные. Так. Угу. Вот такая заготовочка у нас получилась. Теперь нам нужно распушить нашу гармошечку вот таким вот образом. Раскрываем и, перевернув, перекрутив, слаживаем в одну целую. Вот такой цветочек у нас получается. Расправляем его хорошенечко. У нас получился. Оставшимися ниточками мы его снизу можем зафиксировать вот здесь, вот так. У нас получается вот такой цветочек. Размер цветочка может быть любой, большой, маленький, как вам больше нравится. И также лепесточки могут быть ровные, либо закругленные. Таких цветочков нам надо сделать в зависимости от размера вашей веточки, чтобы было не пусто, но и не густо. Продолжаем делать наши цветочки. Ну вот, цветочков, думаю, достаточно для нашей вербочки будет. Ваше количество цветочков зависит от ваших веточек. Так, теперь мы будем с вами делать листочки. Для листочков нам потребуется зеленая бумага. Также вы можете использовать двухсторонний картон, двухстороннюю цветную бумагу, салфетки бумажные зеленые. У кого что будет под рукой. Отрезаем с вами прямоугольничек. Листочки могут быть также любого размера, большие, маленькие, разные, чтобы было красивее. Слаживаем пополам и еще раз. Потом делаем вот такой загиб. У нас получается треугольничек. Как выглядят лепесточки, листочки, все знают. Вырезаем вот таким вот образом. И у нас получаются вот такие вот заготовочки.
Делаем их тоже разное количество, разные размеры. И потом будем их формировать на наших веточках. Вот такие вот разные листочки разного размера у нас получились. Теперь перейдем к следующему этапу. Следующий наш этап будет оформление нашей веточки. Для этого нам понадобится с вами двухсторонний скотч. Но если нету двухстороннего скотча, также можно будет использовать горячий клей. Ну и все, наверное, потому что цветочки не будут держаться на веточке, если вы его приклеите клеем ПВА или клеем карандашом. Берем с вами двухсторонний скотч, тоненький кусочек. Сначала начнем клеить цветочки. Берем тоненькую полосочку, берем наш цветочек, поправляем его хорошенечко и смотрим, куда бы вы его хотели прикрепить. Формируем цветочки на ваше усмотрение, куда вам больше нравится. Скотчик приклеиваем. Также можно использовать горячий клей. Горячим клеем даже. Но если делают детки, то, конечно, безопаснее будет работать с двухсторонним скотчем. Так. И прикрепляем сюда наш цветочек. Вот таким вот образом. Закрепляем и распушаем его. Получается очень даже симпатично. Вот так вот. И теперь формируем наши цветочки на все веточки, чтобы было красиво, не слишком густо и не слишком пусто. Продолжаем. Так, ну вот, мы зафиксировали наш последний цветочек, и у нас получилась вот такая вот красивая веточка. Теперь мы на нее будем клеить наши листочки. Так, листочки мы будем клеить с вами следующим образом. Берем две заготовочки. Так, веточку положим. Лишнее все отодвинем. Будем делать следующим образом. Берем двухсторонний скотч. Две заготовочки листочка. Отрезаем полосочку скотча, клеим его на одну заготовочку листочка. Так, скотчик отклеиваем, фиксируем его на веточку, где мы его хотим приклеить. Берем вторую нашу заготовочку и фиксируем к скотчу. И у нас получается вот такой листочек, что он у нас уже на веточке, и он у нас с двух сторон. Так. Вот такие листочки у нас получаются. А почему мы делаем из двух заготовочек? Чтобы он был у нас прочный, чтобы не болтался совсем, а немножко стоял. Вот так вот. И таким же образом оформляем веточку листочками разного размера, большие, маленькие, и в разных местах, где вам больше нравится. Так. И мы с вами заканчиваем делать листочки. Я думаю, что достаточно. Так. Вот сюда прицепим. Так. Вот такая вот веточка у нас с вами получилась. Наш мастер-класс подошел к завершению. Вот такая симпатичная у нас получилась цветущая веточка.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, предлагаем всем желающим создать такую первомайскую цветущую веточку и принять активное участие в акции 1 мая через социальные сети. Ждем ваши фотографии с первомайскими цветущими веточками в директ Инстаграм ДК Чичер. До новых встреч! Берегите себя и близких!